Мгм. Добрый день, уважаемые коллеги, молодые педагоги Республики Коми. Мы рады приветствовать всех участников фестиваля «Молодые молодым». Мы именно для вас сегодня проводим вебинар, посвященный условиям вашего участия в фестивале. Я хочу вам напомнить, что мы продолжаем проект, который был инициирован Коми Республиканским институтом развития и образования, который адресован молодым педагогам Республики Коми. В этом проекте, я надеюсь, вы уже принимали участие. Он состоял из трех различных таких идеологических элементов. Первоначально мы провели летнюю сессию для молодых педагогов. Мы приглашали вас для того, чтобы обсудить программы вашего профессионального развития, чтобы погрузить вас в инновационные методики, которые в настоящее время являются актуальными для системы образования. Второй элемент нашего проекта состоял уже из конкурсных мероприятий. Многие из вас участвовали в заочном конкурсе «Первые шаги». И третий этап данного проекта, он начинается уже в эти дни. Третий этап проекта – это проведение фестиваля «Молодые молодым», который направлен на демонстрацию ваших педагогических практик, который позволяет вам продемонстрировать ваш уже опыт. Ну и, конечно, нам очень важно, чтобы мы смогли вместе с вами сформировать сообщество молодых педагогов. Уважаемые коллеги, нам очень важно, что в рамках вебинара вы можете задавать вопросы. Мы сегодня готовы ответить на все возникающие вопросы. Вы можете их задавать в нашем чате. И если по какой-то причине вы не смогли участвовать в очном вебинаре, вы можете направить ваши вопросы на адрес нашего центра, который сопровождает данный фестиваль. Уважаемые коллеги, мы ждем вас 29 марта в 10 утра в нашем институте. Ну а сейчас я передаю слово руководителю проекта Светлане Васильевне Смирновой, которая представит вам все условия сопровождения вас как участников нашего фестиваля. Спасибо, Галина Владимировна. Значит, хочу в первую очередь сообщить формально еще раз данные, что проведение фестиваля начнется 29 марта в 10 часов утра. Аудитория 102, это первый этаж Института развития и образования. Орджоникидзе 23. Пожалуйста, приходите, не опаздывайте, да, можно немножечко заранее, чтобы осмотреть аудиторию, ну и, может быть, скинуть на компьютер какие-то свои материалы. Значит, относительно регламента проведения фестиваля, очень важно будет соблюдать его, поскольку у нас ожидается достаточно напряженная работа и большое количество зарегистрировавших, да? Поэтому, чтобы мы не задерживали и друг друга, чтобы остальные участники не волновались, мы будем очень четко соблюдать регламент. 15 минут выступления и 5 минут ответа на вопросы. То есть 20 минут – это максимум на каждого выступающего. Вы можете приходить со своими группами поддержки. Можете сообщить вашим коллегам из ваших образовательных организаций, дружественных образовательных организаций, чтобы за вас повалили, но и также проголосовали. Поскольку проект у нас направлен на молодых педагогов, мы его здесь в институте рассматриваем как молодежный проект. И, соответственно, стараемся применять современные, актуальные молодежные формы, в том числе оценки результативности ваших выступлений. Мы постараемся обеспечить современные формы голосования за каждого педагога. Но предварительно планируем, что каждый зритель будет отдавать свой голос за 3 участников, для того, чтобы исключить момент, значит, такой, что если за кого-то пришло проголосовать большее количество, да, то он победил. Поэтому 3 голоса будет отдано
со стороны каждого присутствующего зрителя, значит, тем участникам, которые будут значиться в программке. Все зрители и все участники получат программку проведения фестиваля, бюллетень для голосования. Ну и мы очень надеемся, что, может быть, в одной из номинаций получится у нас провести онлайн-голосование. Сейчас эти вопросы у нас согласуются. Что еще важно? Победители у нас будут определены 3 степеней, 1, 2, 3. А также все, кто будет участвовать с мастер-классами, они получат у нас электронный сертификат участника данного фестиваля. Мы надеемся, что проведение этого фестиваля станет нашей доброй традицией, и уже в начале июня, я хочу анонсировать, у нас будет запускаться 2-й поток этого проекта, и уже начиная со 2-го потока к нам было очень много обращений от организаций дошкольного образования, профессионального образования. Мы приглашаем всех педагогов, всех систем и уровней образования для того, чтобы вы могли принимать участие в этом проекте. Поэтому в этом году мы проводим фестиваль для педагогов общеобразовательных организаций, но уже начиная с начала июня этот проект будет для всех категорий педагогических работников существовать. Поэтому, значит, относительно еще регламента, еще буквально пару слов стоит здесь сказать, что для проведения ваших мастер-классов вы можете использовать все популярные и удобные для вас формы. То есть вы можете пригласить для мастер-класса зрителей из аудитории, да, то есть чтобы они проиграли роль в вашем мастер-классе, соответственно, либо педагогов, либо учащихся. Можете также использовать какие-то свои видеоматериалы. Вся техника, вы знаете, у нас есть, позволяющая подключать любые ресурсы. И аудио, и видео, музыкальное сопровождение. Вот. Все это у нас, в общем-то, как правило, настроено, работает. Поэтому подумайте о тех моментах, которые необходимы вам для демонстрации мастер-класса, и со своими материалами приходите. Если вдруг возникают какие-то вопросы, пожалуйста, звоните заранее, чтобы мы могли вместе с вами подумать, как лучшим образом организовать ваше участие. Телефон нашего центра 28 37 22, ой, извините, 12, 28 37 12. Вот, звоните, мы все вопросы оперативно будем решать. Если необходимо какое-то дополнительное оборудование или какие-то условия, или есть просто какие-то вопросы. Мы надеемся, что все, кто уже зарегистрировался, примут участие, что значит, не возникло никаких ошибок и не возникнет. Да? Мы очень надеемся, что все поняли, участники, что фестиваль будет проводиться очно, что дистанционная форма, значит, участие в проекте у нас предполагалось только на 1-м этапе проекта. Значит, и остальное, вот этот вот этап, остальные мероприятия, да, у нас проводятся очно. И особенно в фестивале. Это ваши очные, живые мастер-классы с ответами на вопросы, с группами поддержки и так далее. Поэтому приходите, добро пожаловать. Мы ждем ваших ярких выступлений, ваших интересных команд, вашего опыта, который вы готовы показать на всю республику. Для республики это очень ценно. А также хотим, конечно, пригласить всех заинтересованных педагогов, зрителей, наставников обязательно, да, чтобы вы также поделились опытом в ходе проведения фестиваля. 2 номинации у нас заявлено для проведения фестиваля. В первую очередь, конечно, мы проводим этот фестиваль для молодых педагогов со стажем работы не более 5 лет. И здесь мы хотим увидеть от вас какие-то актуальные, современные формы работы с современными детьми. Может быть, часть какой-то технологии, часть занятия или урока, или воспитательного мероприятия, или события на ваш выбор. Какой-то, может быть, методический прием. Главное, все это должно быть наглядно, интересно и увлекательно.
И вторая номинация – это мастер-класс педагога-наставника. Как вы знаете, наставничество сейчас вновь становится актуальным для нашей страны. Проходят большие федеральные мероприятия по этой теме. Поэтому, конечно, Институт развития образования Республики Коми тоже поддерживает это направление работы и готова включаться в сопровождение во все наставнические формы, значит, методического сопровождения наших педагогов. Поэтому мы ждем также интересные какие-то находки от педагогов-наставников, от наших опытных, состоявшихся педагогов, которые уверенно и успешно работают в системе образования. Здесь мы предполагаем, что вами будут продемонстрированы методические приемы с молодым педагогом или с педагогическим коллективом, которые используются вами при передаче конкретного опыта организации образовательного процесса. Уважаемые коллеги, если у вас будут возникать какие-либо вопросы, пожалуйста, звоните нам. Еще раз наш телефон 28 37 12. Во всех информационных письмах он заявлен. Мы ждем ваших вопросов, предложений. Мы готовы с вами сотрудничать на этапе до проведения фестиваля. Если нужна какая-то помощь, мы готовы всячески вам ее оказывать. Ну вот на этом, пожалуй, все. Мы ждем вашей обратной связи. Так, сейчас я посмотрю в нашем чате, появились ли у нас какие-то вопросы. Так. Ну, вот мы видим, что зарегистрировались какие-то образовательные организации, вопросов нет. Но в любом случае, если вопросы будут, вы всегда знаете, что вы можете связываться с вами. Мы будем оперативно откликаться на каждый вопрос. Поэтому Институт развития образования желает вам успехов, желает вам хорошо подготовиться и интересно выступить. Интересно не только для тех, кто будет вас смотреть, но и для того, чтобы для вас это тоже был позитивный профессиональный опыт. Спасибо большое. Еще что-то нет? Все, спасибо. Всего доброго. Мальчик, ну, хорошо, молодцы.